Следователи возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты страховых взносов в крупном размере в отношении индивидуального предпринимателя в Якутии. По данным следствия, в период с января прошлого по сентябрь текущего года, чтобы сэкономить, он предоставлял расчеты по страховым взносам заведомо ложными сведениями. Как полагает следствие, это привело к неуплате страховых взносов на сумму около 3,5 миллионов рублей. В настоящее время в рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сразу несколько уголовных дел о мошенничестве возбудили после проверки ремонта в коррекционной школе номер 4 в Якутске. По сообщению пресс-службы прокуратуры Якутии, здание школы 1970 года не отвечает требованиям безопасности и является фактически аварийным. Так, специалисты выявили, что здание имеет большой износ, в нем искривлены полы, внутренние стены здания заметно осели, на стыках стен имеются многочисленные щели. Ранее в школе был проведен капитальный ремонт на общую сумму около 10 миллионов рублей. Выяснилось, что главстрой принял работы, выполненные некачественно и неполно. Прокуратура внесла представление в адрес мэрии Якутска и школы, обратилась в суд с требованием обеспечить детей новым зданием администрации города и управлением образования. Кроме того, возбуждено 2 уголовных дела по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Экс-замглавы Крестьяхского наследия Сунтарского района будут судить за кражу 380 килограммов масла. Об этом сообщает прокуратура региона. По версии следствия, обвиняемый в сентябре этого года днем на своей машине приехал на территорию одного из сельскохозяйственных кооперативов, расположенного в 2 километрах от села Крестях, и заранее подготовленной доской отодвинул камеру видеонаблюдения. Ночью он вернулся обратно, открутил профилированный лист стены сарая с помощью ключа-трещотки и похитил 19 ящиков сливочного масла из морозильной камеры. Каждый ящик весит по 20 килограммов. Общая стоимость масла составляет более 200 тысяч рублей. После совершенного хищения обвиняемым 5 ящиков сливочного масла были оставлены у себя, они изъяты при проведении следственных действий, а остальные 14 ящиков сливочного масла им привезены в город Якутск, где реализованы. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. В ходе следствия обвиняемым причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Мошенники убедили 39-летнюю жительницу поселка Айхал Мирнинского района республики перевести на безопасный счет 85 тысяч рублей. По информации МВД региона, потерпевшей позвонила женщина и представилась сотрудницей банка. Мошенница сообщила о несанкционированных операциях по карте и посоветовала срочно перевести все деньги на безопасный счет. Женщина согласилась и в ближайшем банкомате перевела деньги на счет мошенников, следуя инструкциям лжесотрудницы банка. Уголовное дело о превышении полномочий при строительстве спортзала возбудили в Верхоянском районе Якутии. По сообщению прокуратуры региона, администрация района и индивидуальный предприниматель заключили контракт на строительство арочного спортзала в селе Черемча стоимостью более 11 миллионов рублей. Затем в декабре 2019 года стороны подписали акт о приемке выполненных работ. Подрядчику полностью перечислили деньги из местного бюджета. В ходе проверки Верхоянская межрайонная прокуратура установила, что по объекту не выполнили ряд работ. При этом сотрудники администрации района, зная об этом, подписали акты, содержащие ложные сведения о выполнении работ по муниципальному контракту. Бывший глава Момского наследия признан виновным в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения в крупном размере. По сообщению Следкома, в мае прошлого года глава заключил с генеральным директором одного из коммерческих предприятий договоры об оказании услуг по демонтажу пришедших в негодность листов кровли, ремонту основания кровли и обустройству кровли склада, расположенного в селе Хану. Кроме того, глава незаконно передал для выполнения ремонтных работ строительные материалы на сумму 265 тысяч рублей, принадлежащие администрации муниципального образования. Склад являлся собственностью главы, о чем гендиректор предприятия осведомлен не был. Работы были выполнены, и на счет предприятия со счета администрации района по указанию главы переведены денежные средства в сумме свыше 150 тысяч рублей, чем причинен ущерб бюджету муниципального образования на сумму 415 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия мужчина возместил причиненный его действиями ущерб в полном объеме. Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 1 год 6 месяцев. В центральной части города Александрия на севере Египта вечером в среду обрушилось трехэтажное жилое здание. В результате инцидента погибли по меньшей мере 6 человек, несколько пострадали. По словам губернатора Александрии Мухаммеда Эль-Шерифа, здание находилось в аварийном состоянии, в нем проживали 2 семьи. Им уже несколько раз присылали уведомления о выселении.
Под обломками могут оставаться до 9 человек. Мы уже извлекли ребенка и теперь ищем остальных. Спасатели и оборудование в полной готовности. Дай бог, чтобы семье малыша удалось выжить. В Египте обрушение домов не редкость. Многие здания здесь находятся в аварийном состоянии из-за нарушений при строительстве и ветхости. В одной только Александрии за год разрушаются около 20 домов.